За минувший век ваша организация не единожды меняла названия ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. Но каждая из них была опорой нашего государства, одной из основных политических сил, защитой от внешних и внутренних недругов. История органов безопасности тесно связана с историей страны. Ее повороты и перевороты, вехи, катаклизмы, войны – все это нашло отражение в вашей летописи. Это история Советского Союза и Российской Федерации, помноженная на подвиг. Чекисты, жертвуя собой, отстаивали позиции новой власти, начиная со дня основания 20 декабря 1917 года. Утверждать идеалы времени, оказывать помощь, открыто принимать бой – вот кредо органов безопасности России. И в то время, когда террористическая угроза приняла международный характер, только ваша служба может гарантировать покой на бескрайних просторах нашей Родины. В 20-30-е годы прошлого века – время становления органов безопасности нашей страны. Трудно представить себе эпоху, более насыщенную событиями. Гражданская война, коллективизация, индустриализация – все это закладывало фундамент одной из величайших мировых держав. И, безусловно, воплощение грандиозных планов, рождение нового общества было бы невозможно без участия чекистов. Уже тогда в ней были выработаны профессиональные качества и навыки, сохраняющиеся до сих пор. Доблесть, выносливость, безоговорочное служение закону и государству, способность жертвовать собой ради дела и истории. За прошлый век органы безопасности сменили множество названий, но эти важнейшие черты до сих пор присущи любому ее сотруднику. На сцене фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» города Уфы. Aydınayda aylık iste heveslerim atlara.
Айдунайда айлы кисті әуесерден аттарға Yaşıqa eyləndi bitkin kilgəs был yaqlarına Ayqı yaşıqa eyləndi bitkin kilgəs был yaqlarına Yaşka eğlendiler yoklarım kasırdı Yoklarım
Дорогие друзья, с юбилеем вас поздравляет заслуженный артист России, народный артист Башкортостана Геннадий Родионов. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никого не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? Свое музыкальное поздравление вам дарит лауреат международных и всероссийских конкурсов Екатерина Ямщикова, вокальная группа «Премьер», группа «Караван». Ой, да не вечер, да не вечер, мне малым-мало спалось, мне малым-мало спалось, ой, да во сне привиделось, мне малым-мало спалось, ой, да во сне привиделось. Мне во сне привиделось, будто конь мой вороной разыгрался, расплясался, ой, да разрезвился подо мной. Ой, налетели ветры злые, со сочной стороны. Сорвали черную шаль, ой, дай головы
малым спалось, мне малым мало спалось, ой, да вас не привиделось, мне малым мало спалось, ой, да вас не привиделось. Перед лицом всенародной беды не дрогнули чекисты в пору Великой Отечественной войны. Не дрогнули, хоть служить им приходилось сразу на двух фронтах. Многие были на передовой. Их профессиональная подготовка часто спасала тысячи гражданских, не способных сориентироваться в бою. А те, кто не отправился к Берлину, мужественно сражались в тылу. Война привела к небывалому росту преступности, и сотрудникам органов безопасности предстояло укротить внутреннего врага, для того, чтобы страна справилась с внешним. А героизм тех, кто стоял на страже мирной жизни и работы тыла, ничуть не уступает тому, что позволило в итоге поднять флаг над Рейхстагом. Да, многих имен история действительно не сохранила, но каждый из нас знает, что эти люди сделали для победы. Для вас поет заслуженный артист Республики Башкортостан Владимир Копытов. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей и в землю нашу легли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры взглянет их дальний, летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Ливус малый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, наплыву в такой же сизый плен. Из-под небес по птичьи окликаю, все
исполняет лауреат международных конкурсов Айгуль Сидинбаева, кураисты Башкирской государственной филармонии имени Хусейна Ахметова, заслуженный артист Республики Башкортостан Ильшат Ишмуратов, Ильнур Хайруллин и Ильнур Хибатуллин. Я
Сегодня Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Каскарова.
Ветераны. Они словно корни питают вечно молодое дерево ФСБ. За их спиной множество испытаний. Каждый из них не единожды рисковал жизнью ради своей страны и народа. Сегодня ветераны являются живым примером для новых сотрудников, хранителями истории, источником мудрости. Они немногословны, ведь почти в каждом их рассказе будет фигурировать государственная тайна. Но их молчание красноречивее любой повести. Сам взгляд этих людей воспитывает подрастающее поколение. Немало ветеранов присутствует сегодня в этом зале. Все они достойны бурных оваций. С вековым юбилеем вас поздравляет солист городского дворца культуры Радмир Хасанов и Государственная академическая хоровая капелла имени Тагира Сайфуллина. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть постелила в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старым друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в щеки поднимался Каин, те, кто брал Берлин. Нет России синей тобой, нет не памятен мы свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий умерших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя, не солдат не обмануть, из путей свернуть. Нашу программу продолжает участник международных и всероссийских вокальных конкурсов Рафаэль Гильмурахманов. Пусть проходят года, но на лицах седых стариков
хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Помню прадеда я, орденами его дорожу. Что такое война, я потомкам своим расскажу. Будет вечный огонь, что горит у Кремлевской стены, нашу память хранить, словно прочная нить, что связала с годами войны. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. «Эра милосердия». Так назывался роман, ставший основой одного из культовых фильмов середины прошлого века. А фильмов об органах безопасности было немало. ДАС уполномочен заявить: «Мертвый сезон», «Возвращение резидента», «Ошибка резидента». В них отражена работа сотрудников ФСБ, тогда КГБ, в 50-х, 70-х годах прошлого века. Именно в ту пору труд службы безопасности стал неочевиден для гражданского населения. Высокий профессионализм, филигранные действия, четкие продуманные операции по ликвидации криминала, умение находиться в тени. Свидетели эпохи до сих пор называют ее самой спокойной в российской истории. Впрочем, эра милосердия не распространялась на самих сотрудников организации. Каждый день они должны были совершать подвиг, обеспечивая безопасность Советского Союза. Дорогие друзья, для вас поет поэт, музыкант Александр Лынник. Я в весеннем лесу пил березовый сок с ненаглядной пивуньей, в стогу ночевал, что имел, потерял, что любил, не сберег. Был я смелый, удачлив, но счастья я не знал, и носила меня, как осенний листок. Я менял имена, я менял города, Надышался я пылью заморских дорог, где не пахнет рассвет и не светит луна. И окурки я запер, бросал в океан, проклинал красоту островов и морей,
бразильских болот малярийный туман и вино кабаков, и тоску лагерей. Зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать, улететь к ненаглядной пивунье своей. Но не знаю, вот примет ли Родина-мать одного из пропащих своих сыновей. Я в весеннем лесу пил березовый сок с ненаглядной пивуньей, в стогу ночевал, что имел потерял, что любил не сберег. Был я смелый, удачлив, но счастья не знал. И вновь на сцене заслуженный артист России, народный артист Башкортостана Геннадий Родионов. Долгожданная беда, я тихо приду, осторожно и бережно трону струну, и она отзовется, заспивно звеня, добротой наполнит тебя и меня. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, мой гитарная струна. Я гитарно строю лирический лад и знакомой тропинкой выйду звездопад, вы счастливы, как песня, попрошу я ее, и гитара взорвется, как сердце мое. До зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна. О любви говори, пой гитарная струна. С праздником вас! Молодцы! Долгожданной гитаре я тихо приду, осторожно и бережно трону струну, и певают гитары. Они зазвучат, и большие оркестры покорно молчат. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна. Будьте здоровы, живите долго, работаете очень классно. Спасибо вам за все, с праздником!
сцене Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Каскарова.
Свое выступление вам дали лауреаты. Но вот один резкий поворот сменяется другим, течение становится стремительным, кажется, судно обречено погибнуть. Последние десятилетия прошлого века всей стране и вашей организации было суждено пройти ряд тяжелейших испытаний. Афганская война, путч, 2 чеченские кампании, ликвидация вооруженных бандформирований, Норд-Ост, Беслан. Все это роковые рубежи, навеки оставшиеся в нашей истории. Именно ваша служба обеспечивала безопасность стран Советского Союза, она же стала опорой новой России. Сплоченный труд органов государственной власти и в том числе силовых структур позволил пройти тяжелые времена и увидеть новые горизонты. Какие бы повороты ни готовила нам река история, чекисты знают, как удержать корабль на плаву. На сцене лауреаты международных и всероссийских музыкальных конкурсов Вадим Закиев и Руслан Сайфутдинов. А чего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листу так печально кидают. Я пойду по дороге простой, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахой душу ласкает. А на сердце опять горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ветра. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старушка махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет. А чего так в России березы шумят? А чего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам раз пролетят, а последнее западает. А на сердце опять горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как и оторвался от веток. А на сердце опять горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался от веток. На сцене спортивно-аэробическое шоу «Страдал».
Нашу программу продолжает Зилия Бахтиева, Загир Зайнеддинов и Алмаз Ишмухаметов. Вековой юбилей органов безопасности – это не только история больших побед, подвигов и достижений. Это также и летопись невосполнимых утрат. Это имена тех, кто пожертвовал жизнью, выполняя долг. Это память о каждом герое. Это дети, с гордостью носящие фамилии чекистов старших поколений. Десятки, сотни тысяч, целая армия тех, кто выполнял свою работу и в роковой момент, не сомневаясь, принял бой с врагом, защищая свою родину, свой народ. Мы не сможем перечислить всех имен, но в каждом из нас живет память о них. И мы сбережем эту память, пронесем ее через время, ведь именно она является залогом мирного будущего. Будущего, ради которого любой сотрудник ФСБ рискует собой в настоящем. Лауреат международных и всероссийских конкурсов Айгиз Ханов.
Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами верным эту песню пою. Тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадил, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицера, матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах, ваши души крепят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах. Позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Да куда ж вы уходите? Может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода сияет, заставляя в унисон звучать сердца.
Россия на все времена, и в прежние годы, и ныне героями наша отчизна сильна, Отечество славится ими. Для тех, кто стоит на защите страны, мы душу и сердце откроем. Отважны, надежны и духом сильны, так вечная слава героям. На сцене ансамбль «Кредо». И вновь на сцене фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас». Какую не вылиться, я мой милый, как пила, что другую дочь
21 век требует от органов безопасности новых масштабов и методов работы. Угроза международного терроризма, интернет-преступность, какие еще разновидности криминала появятся в эпоху стремительно развивающихся технологий. Но мы уверены, планы организации далеко опережают настоящее. Герои нашего времени охраняют наш покой и на улице, и в небе, и в сети. А всем тем, кто поздравляет вас, и тем, кто находится за пределами этого концертного зала, хочется пожелать, чтобы грядущий век был в первую очередь спокойным. Ведь именно это и будет означать полную победу над преступностью и угрозами, внешними и внутренними. Так или иначе, именно сегодня берет старт новая глава в истории вашей организации, и новые события начинают заполнять летопись. Летопись, в которой найдется место великим подвигам и грандиозным свершениям. Летопись, в которой должно быть больше радостных событий. Да будет так. ФСБ – надежная опора России, щит, который легко выдержит любой удар, меч, которого стоит опасаться нашим недругам. Это доказала вековая история. Это подтверждают наши дни. С праздником! Федеральной службы безопасности исполняет заслуженный артист России Республики Башкортостан Емель Абдульманов и Государственная академическая хоровая капелла имени Тагира Сайфуллина. Раскинула поля башкирская земля, ко всем гостеприимна и радушна. Но коль беда спешит, то есть надежный щит, и мы его поставим, если нужно. Чекисты всех времен, отечеству закон, хранили и награды не просили. Пока не дремлет враг, мы не опустим флаг, за все по третье ФСБ России. Башкирские чекисты, для вас секретов нет, одна мы не доделаем, свой равный труд держите. Желаем вам удачи, счастливых славных лет, огонь в сердцах навеки сохраните. Дано чекисту знать, что Родина как мать, а в сердце у него святая вера. Из всех наград важней спокойный сон людей и крепче клятвы слова офицера. Чекистам не впервой, долг выполняя свой, сорваться с мест по первому приказу, вести смертельный бой и рисковать собой вдали от дома среди гор Кавказа. Дай Бог, ребята, нам увидеть снова мам, обнять детей и жен любимых наших, но только не забыть всех тех, кто мог бы жить, кто навсегда остался в списке павших. Башкирские чекисты, для вас секретов нет, одна мы не доделаем, свой равный труд держите. Желаем вам удачи, счастливых славных лет, огонь в сердцах навеки сохраните. Дано чекисту знать, что Родина как мать, а в сердце у него святая вера.
Уважаемые сотрудники органов государственной безопасности, мы от всей души поздравляем вашу организацию с вековым юбилеем. Перед вами великая цель – защита, безопасность нашей Родины. И мы знаем, как самоотверженно вы выполняете свой долг. Желаем счастья, благополучия, удачи и, конечно же, мира. В ваших руках история, и мы верим, что в ней будет больше радостных и светлых событий. Было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. Горнили победы сегодня как сталь, опять закаляется Родины сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Пусть время над бурным потоком несет, за нами Россия, за нами народ. Традиции святых и тысячи лет продолжится летопись наших побед. А если врагов налетит воронье, и снова Отечество встретит мое. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. С праздником, дорогие друзья! Байрам менен, кадерлі достар!